болотум. Задержка турады. Ах, без задержек. Көлдөрпөт. Онде көлдө. Ол же стримді или қайдақты? Аңаттан әпіте ол же стрим болмады әпіте. Саңа бағлақ. Қайда құрды? Загрузкаламан тұрырда. Бұл терминал доставки көстен тұр. Алды оны қалырды. 3 секунд, 5 секунд қалыр. Сетті. Антон onun buluğa. Etenik kanatçı. Benim emarın bir vekil bir melik kanırat. Onun buların yatta. Bila, zeyba. Telefon internetten kiren koruyor merak ettim. Бля, то этим звук кратко мерит. Бля, 5 телефонов ты. Ты примерно kahzı olur kurduk. Ana. Altta ona durarım. Hatta ona durarım. Нормально. Сэм, прежде чем заняться другими делами, сдай груз. Блядь, дайте отдохнуть, а. Если вы заказываете повторная доставка в меню браслета. Автоматически вернется полный код правильно. Для утерянных поврежденных грузов эта функция недоступна. Все, просыпайся давай. Бля, груз потом банановый. Ладно. Сканирую. Рекомендован отдых. Да, мотай голым тоже. Батарейка того. Оружие разрешено. Бля, лицензирован. Командиры.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Так, это не света. А? Танка не böyle şeyler açıyor. Аны танк алып Бля, там это не было. Так, личное хранилище. Пусто. Блядь, положить в личное хранилище. Наверное. Это не действительно. Так. Она хотя бы была. Koyuyor. Батареи хую. Сканирую. Рекомендован отдых. Я гору мастер. Бля. Пиздец, рахты гуру. Ёпти, мопти. Центровка по Сэму. Shift, центру. Поставить метку. Прости. Так. Ручной. Советы. Чем быстрее движется Сэм, тем труднее ему становится. Впрочем, так, хуйня. Попробуйте остановиться. Хуйня. Переутомление. Деньги и адреналин. Сканер, адреналин. Значение. Вдвоем отмечивается глубоко между внутренним периодом. Снесет течение, будьте осторожны. Газы, грузы. Мне нужен лайки, хуяйки. Каин Курбат Пенде. Это странно. Вы не можете успокоить Губа, поскольку он страдает от автотоксемии. Автотоксемии. Он гадам пизни. Emine. Это факт. 저희는 간다라는 하나 가이인데위다. Pogadi streaming koran. Bak şimdi de.
А, он на КМП. Так неинтересно будет. Обучение буду говорить-то. Обучение вот бы советовал. Мгм. Самоуправление. Так, перемещение. Самоуправление, самоперемещение. Да هنا ريبو بوت так. نهارك جوسكا خربات بهلاختي. يعني يقول دخ في خربات كنت. Hayır. Вы можете видеть расстояние объекта. Так, это знаю. А где ребенок? Сэм выносливость. ББ. Бугаля. ББ. Голос ББ может воспроизвести как через динамик контроллера. Чтобы сменить устройство воспроизведения, выберите системы, параметры звука. Шов. Груз, знаки, размещение, ПХК, постройка, функции терминала доставки, хранилища, изготовление, снаряжение. Короче, нравится почта у нас надо ведь. Как я понял, отчаяние доступно и было робить. Бля, надо. Били Агайдар Бауэр. Оружие разрешено. Мгм. Блин, киллин келелер ой. ББ. Не надо печалиться, еми харды. Ой, заебись, кальбазля. Берем и валим.
Габы. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Рекомендовано отдых. Ну, наконец-то. Так, оставить. Так, вот этот. Люди с пункта рассказали мне о тебе. Сэм Бриджес. Вторая экспедиция, да? Человек в одиночку, расширяющий хиральную сеть, когда не занят доставкой грузов. Так что ты принес нам? Посмотрим. И вот это подлинный героизм. Спасибо. Наверное, тебе через территорию тварей пришлось идти. Да? Значит, правду говорят, что ты легенда. Сука. Ладно, пора. Ты не мог бы подключить нас к сети? Сэм, еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. Получено новые данные интервью. Мулы и синдром дрона. Почта данные переворота. Это район подключен к хиральной сети. Теперь вы можете видеть и использовать находящие в нем объекты, созданные другими игроками. Похоже, что мы подключились. Из тех материалов для принтера, которые ты принес, мы сможем делать для тебя все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение.
Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично. Так, личный хранитель. Отдых. Окей. Сэм, мы высаживаем. Отдыхать будем. Отдыхать. Дэдман, ты здесь? Помогай. Так, Сэм, возьми капсулу и подсоедини ее к инкубатору. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать. Верно. Матка некроматери обеспечивает связь между другой стороной и ББ. Ну а ты, подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное. Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. Да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Факт. Факт, ёпта. Спокойной ночи. А чё, в душ не хочешь? Не хочет. Человек в душ не хочет. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, ты меня видишь? Как
ты, держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Ой, так ищем. В чем проблема? Здорово. Привет, Сэм. Это Харкман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Сэм, это Харкман. Дэдман передал мне твою просьбу, поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с Думом? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначны. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, херали, наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Чего, блядь? Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет, и что? И что тогда? Сэм, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое.
Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно. Живой. Красавчик настроена. Это хорошо, если у тебя настроение есть. Ну что, погнали? Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения ББ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Женщина. Поднимаюсь. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса ББ и снижения риска самоотравления. Если ББ испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время. Покачай капсулу легонько туда-сюда, ну ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу, Что-то не так? подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал? Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился.
Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. YouTube, baby. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг хиралия и голографической системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к хиральной сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если обратно, то не отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Так, изготовление снаряжения. Это что такое? Металл. Переработка. Что за сил смолы? Благодарю вас за поддержку. Так, 30 килограммов. Либо тут, либо там. Сбор. Давай похуй, потом обратно придем. Инструкции, пожалуйста. Сэм, вокруг распределителя образовалось большое количество хиральных кристаллов. Между прочим, хиралий в схемах твоего Кьюпида взят именно оттуда. У нее много функций, в том числе изготовление снаряжения. В общем, они ценный ресурс, который нельзя упускать. Хартман все подробно тебе объяснит, но такие кристаллы на деревьях, конечно, не растут. Если увидишь скопление, сделай все, чтобы их собрать. Ведь только люди с Дум могут это сделать. Конечно, если у них есть нужное снаряжение. Я прослежу, чтобы его добавили в твой список. Сэм, это Хартман. Обнаружив берег, мы начали наблюдать не только невиданные доселе явления, но и новый вид вещества – хиралий. Я говорю новый, но он, несомненно, существовал с момента рождения Вселенной.
Мы полагаем, что он был всегда, как темное вещество и определенные частицы. Однако мы не замечали его, поскольку никак не могли его увидеть. Хиралий, похоже, совершенно не подчиняется известным нам законам физики. Он может остановить время или двигаться против его потока. Иногда он даже игнорирует гравитацию. Он может останавливать и обращать вспять время, а также заставляет объекты парить. Для его сбора и хранения необходим особый цилиндрический контейнер. В общем, его образцы крайне важны для наших текущих исследований. А зачем тут отменить? Могу отменить заказ тогда. Вот это лучше выбрать. Отменить. Погоди. Пока вот эту отменить. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Разведка территории не помешает. Ты держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. Окей. Позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят невысоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. 3 признака. Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристалл. Если ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Да. Спасибо за ваш вклад. Я вас понял, брат. Счастливого пути. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. На этом территории, бля. Оружие разрешено. Мишка здорово. Сэм, хиральные кристаллы невелики, их трудно заметить. Используй Одродек, чтобы выбрать правильное направление. Если хочешь разведать большую территорию, построй сторожевую вышку и используй ее сенсор. Благодарю. Все? Это все? Сканирую удостоверение. Сэм, доставка хиральных кристаллов отличается от обычной.
Но сам процесс очень прост. Загляни в терминал доставки, чтобы выгрузить хиральные кристаллы. Добро пожаловать, сэр Бриджес. И чё тут? Ага, потом. А, полка для грузов. Понял. Принес нам хиральные кристаллы. Эти кристаллы формируются только там, где много хиралия. Вот я и думаю, не связано ли это с расширением сети. Неплохой улов. Для исследований хватит. Мы о них позаботимся. Ремонтный спирт Бенджамин Хэнкок предоставляет данные о следующем предмете. Получены новые данные интервью. На всех объектах связи с USA теперь можно использовать хиральные кристаллы. Увеличено количество материалов, доступных для использования в распределителя. Ты можешь оставить хиральные кристаллы в комплексе. Они отправятся в его хранилище. Из таких хранилищ можно брать материалы, если тебе понадобится изготовить снаряжение. Отлично, Сэм. Похоже, твой уровень связи растет. С повышением твоего уровня связи вырастет и количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. Охранник Биджеса. Мачо. Мачо. Чтобы использовать эти данные, получите доступ к постройке уровень 2 или выше. И выберите пункт модификация. Неплохой связь. Вы получили титул «Перспективный грузчик». Пока не забыл. Это тебе. Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Мы добавили его в твой список припасов, так что, если нужно, пользуйся. До встречи. Есть связь между повышенной концентрацией хиралия и образованием кристалла. Возможно, это результат расширения сети. Но не волнуйся. Местная концентрация хиралия более-менее в пределах норм. Если найдешь еще кристаллы, непременно возьми. За это получишь награду. Если найдешь еще кристаллы, то можешь оставить в одном из комплексов. И любые другие ресурсы тоже, как и ненужные тебе предметы. Все обладает ценностью. То, чем мы не пользуемся, можно разобрать на части для исследований или чего-то еще.
килограмм. Забрать интерфейс хирали. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. И впредь так держать. Оружие разрешено. Оу, щит. Вы не сможете ехать. Да, еще раз. Поскольку его аккумулятор разряжен. Сканирую. Сканирую удостоверение. Придет. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес. Так, изготовление. Это что? Спрей. Ха-ха-ха. Давай, пешком. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. И впредь так держать. Еба, а меня отдохни, да? Тоқтауықтан көтерді. Мұнда ме тоқтауықты? Қайда барамыз жо? Мұндық барады. знаю, правило это или привычка, но мулы почти всегда относят трофейный груз к себе домой. Найдешь ящик, заберешь из него груз. Все просто. Но будь осторожен, эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. И впредь так держать. Добрый путь.
Чё? О, там чё? Там что-то лежит. Запомни, прежде чем идти к точке Уничтожить. выгрузки, желательно поставить вышку Уничтожить и знакомый. определить местонахождение почтового ящика с нашим грузом. Бля, звук мне что-то не нравится. Haklıdır. Bывай, alacağım işte. Точки выгрузки редко пустуют, так что надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь. Начинается часть. Бля, там человек стоит, ёбаный. Похуй его, правильно? Выбор комментарий, проблема. А, будет.
чушь, которая как-то, блядь. И чё забрать? Похуй, всё забираю. Почтовый ящик. На спине. Теперь обратно. Да ёу. Провод. Нормально. Какая у тебя дела? С наступающим. Я тут к Новому году деткам, людям подарок несу. Вот, правильно. Так. А куда? Погоди, я же правильно пришел? А, правильно пришел. Погнали дальше. Погнали дальше, ёпта. Там, короче. Ага, короче, как мы перешли, так и уйдем. Вообще на изи. Сколько метров осталось у нас? 342 метров. Дали. Вот в чате отправили. В чате отправили. Тик-тик-тик-тик-тик. О, лестница. Не получается, что делать. Блядь, высокого. Только ты.
только ты. Так, короче, зацени мой канал. Так. Заценить твой канал не могу, но после стрима, конечно, заценю. Вот насчет доната. Насчет доната. Я сейчас тебе скажу. Погоди. Короче. Где он там был? Где он там был? Сперва, по-моему, сумму пишешь. Так. Сейчас посмотрю. Угу. Сперва твое имя, сумма и типа что угодно можешь писать, да, после этого. Какую сумму ты хотел отправить, там внизу есть. Можешь там что угодно писать, короче. Потом отправить нажимаешь. Бэм. У тебя какой банк? И так далее. И почту пишешь, по-моему. Я. Спускаться. Погоди. Вот уже дурак. Что, погнали. 30 метров. Вообще на изи. Мулы, наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их терпеть. Раньше все делали компьютеры. Грузы доставляли машины и беспилотники. Блин, зря с Нам этим оставалось отпускаю. только смотреть, как они работают. Это была революция. Тихо, Практически сингулярная. тихо. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям не понравилось, что мы удалили из обслуживания человеческий элемент. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть сектанты, поклоняющиеся грузам и ворующие поставки. Шакалы, выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасться. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер. Рейс так держать. Это Барботкин. Спасибо за соточку. Так, утерянный груз. Раз. Все. Вернуть. Утерянный груз другого курьера останется у вас. Почему? Алло. Пускай берет свой груз. Ты вернулся? Ты пытаешься всех нас пристыдить? Я не против.
Хуя. Передача карты памяти. Так, ты смотри. Большое спасибо, сэр. Жажда знаний. Информация с карты памяти восстановлена. Используйте браслет. Вы можете просмотреть следующие данные. Frame Arms Байко. Спасибо за ваш вклад. Так, у меня еще груз не закончилось, молодой человек. Вот мой еще один груз. Получается. Так, далее. Доставка. Вот ваша доставка. Выбирайте. Пора привести хиральный принтер в рабочий вид. Извини, что так тебя нагружаю, но поверь, дело того стоит. Великолепно. На машине ни царапинки. Я и не сомневался, что справишься. Ботинки. Сэм, Бриджитс. как там твоя обувь? Думаю, в таких условиях она вряд ли в хорошем состоянии. Ничто так не портит рабочий день, как это. Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил стандартно всех. Получены новые данные интервью. Выберите ПХК, а затем удерживайте чего? Двойку для выбора постройки. До встречи. Поздравляю, Сэм. У тебя теперь есть доступ к хиральному принтеру. Это невероятно полезное устройство. Работает только потому, что наша сеть использует свойства берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных. Так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни, кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать и про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, погоди. Ну как? Как ты там? Нормально, братец. Еще четко, да?
О, робот. Серия фигурка робота. Это всего лишь был робот, бля. Это читать не буду. Выгрузить. Надеть обувь. Все. Так, изготовление снаряжения. Мы добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание, а потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй. Чего? Так. Мне нисколько не надо мне. ПХК. Так, личные вещи. Так, на костюме. ПХК. Да, блядь, сколько у меня ПХК? Можно один убрать? Положить. Вот тут тоже ПХК. Положить. И тут тоже ПХК. Экскорната. Капсульная. Изготовление снаряжения. Мы строим мост, что ли?
Счастливого пути. Так, Сэм, доберись до места, где нужно построить мост. Фундаменты уже должны быть на месте. С твоей помощью мы в 2 счета закончим. Рядом должен быть терминал. Передай через него материалы. Оружие разрешено. Сэм, ты добрался до места. Ищи терминал поблизости. Передай через него материалы. Ну что сделать-то? А, Браво, Сэм. Этот мост облегчит жизнь множеству людей. Не сомневайся, любой путник или курьер, что окажется рядом, будет благодарен. Высматривай и другие места, где мог бы пригодиться мост. а где это? А, это да. Сканирую. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Сэм, Baka pullar böyle. Maktal. Có cả có một sự thật. видишь гряду к востоку от распределителя? Наверху располагается старый завод. Мы думали, он пустует, а потом обнаружили, что среди этих развалин обосновались мулы.
Нужно выяснить, что они задумали, но проникнуть туда будет непросто. К счастью, несколько дней назад мы заметили, как они готовят груз к транспортировке. Если получится изучить этот груз, мы, может, разберемся, что к чему. И ты нам поможешь. Груз хранится рядом со входом на завод. Тебе надо будет только забрать его и донести до распределителя. Как всегда, скрытный подход предпочтительнее, но если тебя поймают, придется повоевать. Не забудь подготовиться как следует. Тулованы? Я что-то не понял. Мы выдали тебе излучатель. Это нелетальное оружие ближнего действия. Бьет цель электрическим разрядом. Только помни, что оно расходует заряд аккумулятора. Тебе стоит сходить с ним на стрельбище, потренироваться. Чтобы посетить стрельбище, используй терминал. Заказ назначен. Так, мне... Срок проведения 22-27. Заказы, грузы, рейтинги, почта, данные. Угу. А похуй, что мы не постреляли, что ли, тогда? Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Переехал дорогу. А, ну-ка, Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Блин, здесь цілком гарно. О, стрельбище. Пройти на стрельбище.
Опу. Это было жестко. Чё, где, кто, кого? А как выйти? Как отсюда выйти? Пока не строишь. Надо к заданию пойти. Это же... Лишнее хранилище. Так, лестница на спине. Лестница. Какая день есть? Уложить в лишний. Да, ария мучапчада. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Бля, 720 метров. Оружие разрешено. Бля, Алтура тоже родила. Он мне не нравится. Всегда любил тишину. Ну тоже такая запомни.
еще одна рука. Сэм, ты на подходе к этому грузу. Там, конечно, будет куча мулов. Не попадайся им на глаза и не шуми, если рядом кто-то есть. Хорошо бы обошлось без драки. Блядь, ты! Блядь, минор, ебан. Спать усталые игрушки, ёпта. Что, обратно идти? Да ну нахуй. Ради этого груза?
Блин, еще нет. Думал, пора валить. Оказывается, нет. Где-то он не идет. Как дела, Сэм? О, еба. Отлично, Сэм. Я знал, что ты справишься. Судя по всему, вход заблокирован, хотя нам пока все равно туда не надо. Не маячь у них перед глазами. Доставь этот груз в распределитель. Блин, главное не упасть. Ой, это бляха норы. Опа, тут чей-то груз уже. Музыка хорошая. Блядь. Доставить утерянный груз. Круто, как это груз куда?
Сканирую удостоверение, Бриджит. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать в Форт Держать. Так, доставить. Потом. Легенда возвращается. Как дела, Сэм? Доставка просто отличная. Активный контур на ногах делает тебя сильнее и облегчает передвижение. Конкретно эта модель помогает переносить тяжелые грузы и удерживать равновесие. Ты можешь задействовать ускорение, но при этом вырастет и расход энергии. Это базовый тип. Он не блещет ни в какой из категорий, но у него прочная конструкция и довольно низкое энергопотребление. В общем, это лучше, чем полагаться только на ноги. Попробуй сам. Народный курьер. Пока не забыл. Это тебе. Что опять? Бриджит. Контур поддержки. Радовало. Нанести, использовать активный контур. Радуга, да? Не знаю. Чё? До встречи. Чё, народ? Радуга, да? Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
Класс. Экс-граната номер 1. Экс-граната номер 1. Чё? Этого достаточно. Хорошо, что все работает как надо. Это наша новая экс-граната, номер 1. Она так называется, поскольку в ней содержится Моча. выборный экстракт твоей мочи. По сравнению с первым вариантом, в этой экс-гранате концентрация твоих жидкостей выше, что должно сделать ее более эффективной против тварей. Когда ты будешь пользоваться туалетом у себя в комнате, мы будем собирать исторгнутую жидкость и производить новые гранаты. Так что не волнуйся, запасы не иссякнут. Чё там? Чё там, брат? Чё там? Так, а если какать? Ну-ка. Сидя. Ничего не дали. Окей. Использовать раковину. О. Если назад. Странно работа. Поднимаюсь. Да. Общее личное хранилище. Хранилища. Личное хранилище. Якорный ПХК. Лестница, ремонтный спрей.
Хотя идти надо было. Ты чё? Да, барыня. Заказ назначен. Ну нахуй, 70. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Понимаешь? Оружие разрешено. Так, стоп, тут у меня... пока еще неизвестно, как будет, да? Окей. Ну, бля, такое. О, так нужно. Вот. Опа. О, бас. Я ему тоже здорово. О, приборайся. Всего лишь 100 метров.
материалы для изготовления снаряжения. Кроме того, они пригодятся и для построек. Ну а как...
да блин. Заебал. Нормально вот тут, ага. Бля, да ведь ты. Бля, ты куда тут там? Все путем, все путем. Блядь, укачивать тебе надо, да? Вот так, поспи. Кто-то счастлив.
телефон гуляют ее. Бля, контейнер должен патрулем расследовать. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Ура. Ура. Доставляю груз. Спасибо. Этот прибор поможет запитать распределитель через хиральную сеть. Да и другие объекты тоже. Надеюсь, что ECA с толком потратит наше электричество. Можно взглянуть? Отлично. Все в порядке. Я ценю это. Ёбан тут, Брайан, бля, здесь. Отстой, бля. Ага. Теперь нам нужно подключение к хиральной сети. Действуй. У нашей сети ограниченная мощность, и каждая твоя постройка ее расходует. Но с повышением уровня связи и доступная мощность также станет расти. Включен к хиральной сети. Теперь вы можете увидеть, используя доходящие анимации. Мы все сделали вовремя. Спасибо еще раз. Говорят, что вся твоя группа погибла. То, что ты делаешь, невероятно. Ты сам себе экспедиция. Надеюсь, у Амелии тоже все хорошо. Интересно, добралась ли она до крайнего узла? Она поручила нам электростанцию. Амелия указывала путь, а я был в арьергарде. Лично я с ней не знаком. Но для меня все равно было честью идти вместе с ней. Когда увидишь ее, можешь передать ей эти слова. Сэм, на 2 слова. Я провел эксперимент с твоей кровью. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что их активность снизилась. Это пока не точно, ведь у нас нет других возвращенцев, на которых можно провести дополнительные тесты.
Но это заставляет предположить, что жидкости возвращенцев отпугивают тварей. Мама предложила создать оружие, чтобы испытать эту теорию. Прототип будет скоро готов, и тогда тебе нужно будет его испытать. Сэм, это идеальная возможность. Мы подключили к хиральной сети почти весь регион. Остался только портовый узел. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда придешь, мы сможем лично выдать тебе прототип. И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы. Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Доставить утерянный груз. Доставляю груз. Так, еще есть. Передать карту памяти. Я не знаю, чем заслужил такую любезность. Спасибо за ваш вклад. Металл, смола. Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. В качестве награды я кое-что добавила в твой ПХК. Генератор. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники с аккумуляторами. Поздравляю, Сэм. Теперь ты можешь брать общие заказы. Естественно, они менее важны, чем заказы, выданные лично тебе. Но если тебе по пути и есть свободное пространство, то можно прихватить еще что-нибудь, так? Пусть этот груз не относится к заданию, для кого-то он может быть важным. Так почему бы не помочь? Бля. Это запрос на доставку материалов. Если пополнишь запасы объекта, то ты получишь доступ к большему числу материалов. Щедрость возвращается сторицей. Пиздец, так клёво, что ли? Вы гоните? Вот так вот, блядь. Не-не-не-не-не.
Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Материалы для моста хранятся на ветровой электростанции. Мы хотим, чтобы ты принес их в распределитель. Эти материалы весьма разнообразны. И для эффективной работы принтера нам нужно больше разных материалов. Торопись. Бля, тяжко нах. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. А, тут отдохнуть нету, это понял. Брать материал. Отдохнуть нельзя. Не знаю, как тебя благодарить, честно. И впредь так держать. Оружие разрешено. Бля, ну Стеллара еще. Bla, merda. Нормально. Не надеюсь.
Опять музыка. Сканирую. Сканирую удостоверение. Припис. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес. Принял с электростанции? Ха, даже не представляю, как это сложно. Спасибо. Ха, рекордное время. Ого, а ты не размениваешься по мелочам. Сложно поверить, что один человек мог принести такой улов. И правда, ты легенда. Шесть минут. Нахуй.
не знаю, кто сделал бы больше для объединения и для помощи людям. Сложно поверить, что ты один. Мне кажется, что великий доставщик — это небольшая армия. Потому что если кто-то попал в беду, ты всегда приходишь на помощь. Думаю, что ты и правда сможешь добраться до побережья. Удачи. Я буду болеть за тебя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Доброе утро, Сэм. Сэм, у тебя много непрочитанных писем. А там могут быть полезные советы или даже особые награды. Ты просмотри хотя бы приоритетные. Те, что с желтыми заголовками. Окей. Экс-граната номер 0. Посмотри. Вот так выглядел мир сотни миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну.
Помнишь тот груз мулов, который ты принес с завода? В нем были записи, старые носители информации. Мы их обработали. Судя по этим данным, завод принадлежал Бриджесу. Задолго до того, как туда нагрянули мулы. Они не деменцы, но учитывая их близость к столичному узлу, их следует считать угрозой. Нам просто необходимо выяснить, каковы их планы. Хорошая новость. Наши техники взломали их систему защиты, что позволило снять блокировку с главного входа. Плохая новость. Нужно сходить туда со сканером грузов и поискать другие записи. Чем больше данных мы получим, тем полнее будет картина. Боюсь, вариантов нет. Проникни на завод и раздобудь там всю возможную информацию. Если тебя поймают, придется уходить с боем. Так что будь готов ко всему. Так, короче, личное хранилище. Питтис, он нам нужен. Если оставишь лишние материалы в комплексе, они добавятся к его запасам. Потом с их помощью ты можешь изготовить что-нибудь в случае необходимости. Но помни, у каждого комплекса свое отдельное хранилище, так что запасы везде разные. Не увлекайся. Либо так, либо никак, да? Этот необычный заказ связан с поисками книги. Старой бумажной книги, напечатанной еще до выхода смерти. До того, как началась эта жопа, почти все книги были цифровые. Сейчас бумажные книги — редкость. Похоже, эта конкретная книга — труд исследователей, которые, возможно, предсказали выход смерти. Ее несли Хартману, но она пропала. Если ты еще не догадался, конечно, ее похитили мулы. Для них книга — это обычный груз. Но для нас она бесценна. Верни ее как можно скорее. Как-то странно, тут книга, а тут секретный что-то сбор. Ну похуй, давай, погнали. Интересное, наверное. Заказ назначен. Сканирую. Счастливого пути.
если подключишь генератор. Попытка не пытка. Оружие разрешено. Так, нажмите. Нажал. Вот этот не является здесь. Ремонт спрей. Нажмите и удерживайте вторую. Это ой, блин. Блядь, где тут видеть? А я был. Строительство завершено. Мо.
Никита. Ладно. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес. Счастливого пути. И впредь так держать. Оружие разрешено. Сэм, если ты хочешь, чтобы стандартной доставкой занялся кто-то другой, то можешь оставить груз в общем шкафчике. Если другой курьер захочет помочь тебе, то он доставит груз в пункт назначения, где тот будет передан в ближайшее хранилище.
Сэм, в распределителях и других зданиях обычно есть материалы для изготовления снаряжения. Кроме того, они пригодятся и для построек. Но количество запасов всегда ограничено. Лимит можно узнать на терминалах. Сэм, если техники не напутали, вход на завод теперь открыт. Проберись туда и поищи записи. Сэм, видишь у входа панель доступа? С ее помощью ты сможешь открыть дверь.
Превосходно, Сэм. Это именно то, что мы надеялись найти. Возвращайся, и мы приступим к анализу. Хочу на всякий случай тебя предупредить. Мы пока не сумели взломать систему, охраняющую остальную часть комплекса. Так что сосредоточься на грузе. Сэм, наши тропы становятся дорогами. Видишь свои следы? Это история. Будь ты шпионом, ты провалил бы задание. Но ты не шпион, поэтому гордись этими следами. Они доказывают, что ты существуешь. Продолжай в том же духе. Пусть люди знают, что ты есть. Подари им смелость, чтобы они объединились. Пока ты строишь дороги и помогаешь соотечественникам, ты укрепляешь узы между всеми нами и указываешь людям путь. Осталось немного. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу обеззараживание костей. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес.
Доставка просто отличная. В записях, которые ты принес, описываются разные варианты капсул ББ. Эти данные подсказали нам, как можно переделать твою капсулу. Изменить цвет, например. Как будешь у себя в помещении, рекомендую опробовать эту функцию. Погас. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.